Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Посмотрев на результаты своего труда, группа Ринго решила устроить себе каникулы. И не где-нибудь, а в излюбленном месте большинства туристов в Таиланде. Музыканты часто ездят по городам и странам, но отдохнуть всем вместе удалось впервые. Поэтому с местом отдыха решили не экспериментировать, а поехать на известный курортный остров Паттайя. На популярной Walking Street, конечно, в первую очередь наших героев удивило огромное количество трансвеститов. Не оставило равнодушным и шоу трансвеститов Альказар. Там бывшие парни, как бы одетые в женщин, выступают, и у нас возникали страшные вопросы, то что вдруг подстава, вдруг это действительно девушки выступают. И просто людей обманывают. Потом, после того, как шоу заканчивается, все эти участники выходят на улицу перед залом выступления, и с ними можно сфотографироваться. В общем, там был такой случай, что мы подошли к самой красивой, она такая миленькая была, оно, не знаю даже как назвать, да. В общем, сказали на английском языке, что она очень красивая. На что ответ был вот такой: Thank you. Даже когда по берегу мы снимали, это было в прошлом году, там мы под конец узнали, с нами гид был. Джоки. Да, Джоки ее звали. И она оказалась трансвеститом, и мы это узнали только перед уездом. Но есть в Таиланде и другие достопримечательности, как известная крокодилья ферма и парк камней. Первый же раз, когда только вошли, там было настолько все красиво, настолько все ухожено и чисто. Было такое ощущение, как будто мы пришли там на какую-то съемку фильмов там о Гарри Поттере или еще каком-нибудь. На той же ферме крокодиловой мы попробовали мясо крокодила и змеиное мясо. Вот. Очень вкусно. Крокодиловое мясо, оно примерно по вкусу что-то между рыбой и курицей. Мягкое, мягче, чем у змеи. Змеиное мясо, оно более с костями, и оно меньше. Говорят, что если съесть мясо змеи, в сказках раньше было, то человек, учится слышать животных, птиц всяких. Во всяком случае, таких способностей мы за собой не заметили пока, но вкусно было. Как истинные казахи, группа Ринго большое значение придала еде, и говорили о ней долго и оживленно. В ресторан заходишь, там живые раки, ты выбираешь, что тебе пожарить. Мы, конечно, попробовали все, но потом все-таки питались такой более-менее европейской едой, там входили фастфуды, потому что попробовать можно, но питаться этим постоянно, наши желудки бы нас потом обиделись бы просто. Богомолов я видел, жарят, здоровых богомолов жарят. В муке там их лягушек там прям вот так раскрывали, продавали. Да. А там еще на тележках продают какие-то мясные штуки, я даже не знаю, как их назвать. Они там висят весь день, там и мухи, над ними летают. И их тоже жарят на месте и продают. В основном это, наверное, да. Наверное, это все-таки, насколько я видел, эту еду покупали обычно тайцы. Как выяснилось, группа Ринго и их продюсер Алоа большие любители экстрима. А еще мы ездили на остров, один из Коралловых островов, их там много. Вот прикольная была поездка тем, что наша мама, наш продюсер, любительница экстрима, скажем так. Крики были от начала, вот как мы начали садиться только в катер, да. Он подплывает близко к берегу, но не совсем. То есть надо было примерно по пояс в воде залазить на этот катер. Потом еще на скорости по волнам ехать до острова. В общем, это надо было видеть.
Но на этом острые ощущения не закончились, и еще один экстрим музыканты устроили на Walking Street. Решили испытать на себе реальные трудности жизни тайцев. Зарабатывают люди там, ну, Показывают всякие свои умения. то, что может, да, и этим зарабатывают деньги. И там стоял типа робота какой-то и Танцевал. Да, танцевал. И мы там прошли где-то 50 метров от него. Решили И решили тоже так деньги зарабатывать. Кепку там положили и начали тоже так же танцевать. Поставили его, он начал танцевать, а мы были массовкой, как бы тоже Типа обман. они мимо проходят Да, и мимо дают проходят, мне деньги. Да. И мы заработали где-то 20 бат, что ли. Ну, в смысле, один человек только бросил и ушел. Десять дней отдыха пролетели быстро, и настало время возвращаться домой. Но даже по приезду курьезы не закончились, а летнее настроение не оборвалось. Мы еле как полетели сюда, быстро оставили чемоданы и не могли сообразить, что взять в Астану, потому что разница с Таиландом и Астаной, в смысле в градусах, да, 60 градусов получилось. Так что мы не могли сообразить, мы по зоопарке начали ложить шорты, футболки, майки какие-то, нет, чтобы брать там теплые вещи. Как говорится, к хорошему быстро привыкаешь, а приехав сюда в холод, очень, скажем так, слабо говоря, скучали по Таиланду. После таких летних каникул зимой грех не работать, поэтому ждем от группы Ринго очередных шедевров. А если вы, дорогие зрители, тоже решили устроить себе каникулы, не медлите, ведь холодной зимой попасть в жаркое лето – двойное удовольствие.